Здоровья вам. Очень приятно с вами пообщаться. Евдокия Никитина, коренная мордовка-эрзянка из Лениногорского района. На праздник, как и полагается, приехала в национальном костюме. Говорит, Валда Шинясь стал ежегодным местом встречи с родственниками. Я хочу научиться слышать свой родной язык, который наша мордва разговаривает чисто. В переводе на русский язык Валда Шинясь означает «светлый день» и ассоциируется с ярким солнцем, изобилием и плодородием. Жители села Кийдюшево, в котором проживают представители национальности Мордва Мокша, рассказывают. Раньше люди каждое утро поклонялись солнцу, символу жизни. Ну а в день солнцестояния собирались в центре села и уже все вместе проводили обряды, посвященные солнцу. Праздник берет начало еще со времен язычества. Люди тогда поклонялись солнцу, просили у духов хороший урожай. Сейчас Валда Шинясь – это больше народное гуляние. Историю праздника отражает театрализованная постановка «Традиции отцов. Язык тысячелетия». Она рассказывает о древней легенде. В это время на поляне звучат традиционные напевы мордвы в исполнении ансамблей из Татарстана, Чувашии, Ульяновска и Мордовии. В мордовском подворье льется праздничная песня. Бабушки в национальных костюмах угощают чаем и традиционными блюдами. Какое оно вкусное, попробуйте-ка. Очень вкусно. Вот. Калиновый кисель – один из любимых лакомств мордвы. Готовится недолго и для здоровья полезно. На одну порцию понадобится небольшая горсть калины, изюм и сухари. Все добавляем в воду и отправляем в духовку на 40 минут. Что это было витамин. И вот поэтому сейчас вот старинные люди живут долго. До 80, 90 лет живут, да ведь? Они ели чистый продукт. Основу мордовской кухни составляет простая и сытная пища. Многие из них напоминают русские блюда. Однако процесс их приготовления разный. На столе пироги чевгонь и умарень-пряки. Одни с калиной, другие с яблоком и сметаной. В центре копченая рыба, а еще жареная, вяленая. В рыбацком стане угощают фирменной ухой. Очень вкусная уха. Да. Молодцы. Молодцы, ребята. По традиции мордовская изба состоит из 15-17 венцов срубленного дерева. Чтобы здание было крепким, снизу идут бревна из дуба, потом уже из липы. Внутри дома каждый уголок обставлен коврами, вышивкой, зеркалами и картинами. Особое внимание так называемому красному углу, где находится божница. Душой мордовской избы, конечно же, является печка. Особенность мордовской печки заключается в том, что в печке живет у нас мордовская богиня Каштым Ава. Каждая хозяйка, когда печет хлеб, пироги, она оставляет самый лучший красивый пирог на шестке перед печкой. Как бы задабривает эту богиню. Говорят, мордовку сначала услышишь и лишь потом увидишь. Речь о ее звучащем национальном костюме. Говорливый наряд с обилием складок звенит соприкосновением множества монет, цепочек, бубенчиков и поясных подвесок. Каждый человек может себя как-то реализовать здесь, вот на этой сцене, показать свой красивый костюм, индивидуальный, не похожий ни на какой другой. А вот мы все из Краснослободского района. Но здесь два поселения, вот Старосиндровское и Мордпаркинское. Да, видите, какая разница, мы все макшане, но костюмы у нас разные. Мария Кунина приехала на праздник из села Акташ Альметьевского района. На ней уже костюм мордовки-эрзянки. Он состоит из платья панер, украшенного геометрическими фигурами, каждая с особым смыслом. Квадрат – это земля, точки, зерно, волны, вода и воздух. Каждая эрзянка должна носить пояс-оберег пулай, а уже после замужества головной убор панга, украшенный помпошками с двух сторон. Эта часть у мордовского народа считается вот на груди душа, и обязательно она должна быть украшена. Первое воскресенье после Святой Троицы республика отметит еще один мордовский праздник Балтай. Ежегодно его проводит в селе Мордовская Кармалка Лениногорского района. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ Тетюшский район.